Салям алейкум. Здравствуйте. Ну вот, снова пьем кофе. Снова в эфире программа «Учфильджан Каве». И на этот раз мы пьем кофе с Айдером Эмировым, Айдером Ришатовичем Эмировым, руководителем медиацентра имени Гаспринского. Ну, я думаю, крымчанам не надо объяснять, одним из самых известных в Крыму журналистов. Салям алейкум. Здрасте. Рады вас видеть. 3 чашки кофе, как я уже объяснил телезрителям, пожалуйста, да, я даже налью вам, как коллега коллеге. Когда будем пить первую чашку кофе, давайте поговорим о вашем медиацентре, потому что о том, что он организован, знают, наверное, уже все, о том, чем занимается, не все. Айдар Аха, зачем он был создан? Какие книги выпускает? Газеты? Может, еще какими-то проблемами занимается? Вот если можно. Медиацентр был создан в прошлом году, в августе 2015 года. И у нас 2 основных направления. Это издание средств массовой информации на крымско-татарском языке и на других языках Крыма, народов, которые живут в Крыму. И второе направление – издание литературы, то же самое на крымско-татарском языке и на родных языках народов Крыма. То есть, по сути, это издательство. Просто называется медиацентр, а так издательство, да. которое занимается в основном печатной литературой, книгами и газетами. Прежде чем перейдем к газетам, поговорим о книгах. Да? Что это? Это художественная литература, публицистика, книги для детей. Что это за книги? Какое направление? Какая специализация? Ну, во-первых, нужно, наверное, сказать, для чего, так сказать, нужно было создать новую такую структуру. Значит, последние 20 лет в Украине ежегодно издавалось где-то 5-10 названий книг на крымско-татарском языке, что, конечно, очень и очень мало. А вы не помните, а в Узбекистане сколько, когда мы жили там? То же самое. Где-то были в лучшие годы до 15 книг, по-моему, издавалось несколько лет, но они были очень малого формата. Да, я помню, Реза Фазылы книжки, да, Уфа. Да, они маленькие книжечки были, как бы типа на очень плохой бумаге, я уж извиняюсь, тогда больше издавали. И вот есть в библиотечном деле такой термин обеспеченность литературы, да, на языках. И вот если сравнить, скажем, с 2 государственными языками, с русским и крымско-татарским, обеспеченность на крымско-татарском языке в десятки, а может сотни раз хуже, чем на любом из этих языков. Это если считать, уж извиняюсь за термин экономический, на душу населения, да, или да, в общем именно количестве? на душу населения, на русском, украинском или крымско-татарском. У нас просто катастрофическая ситуация. Ну, представьте, там 4-5 книг, когда на русском в России издаются тысячи названий. То же самое на украинском. Библиотеки, понятно, у нас библиотеки там составляют, может, меньше 1% на крымско-татарском языке. И исходя из этого, и плюс, конечно, чтобы удовлетворить потребности тех национальностей, которые проживают в Крыму, также, конечно, вот была создана такая структура, и вот мы приступили к работе. Где-то в сентябре мы начали набирать штаты, и в октябре уже приступили к своим непосредственным обязанностям издавать книги, но как раз подоспел этот блэкаут, взрывы этих опор и так далее, и в этих тяжелейших ситуациях мы все равно выполнили задание, то, что перед нами поставили. 10 книг к Новому году были изданы. Это буквально за несколько месяцев? Да, буквально за несколько месяцев. Что это были за книги, как вы ориентируетесь? Я думаю, что восстанавливать наше издательское дело огромный труд, и глаза разбегаются. Аллах устермится, не хочу, чтобы вы, если бы меня, не дай бог, назначили на эту должность, я сошел бы с ума. Потому что, ну, есть у нас и средневековая поэзия, есть у нас богословская литература, все это нужно находить, переводить со старого крымско-татарского на сегодняшний, все-таки языки меняются. Есть у нас литература современная, новая, новейшая, историческая, художественная. С чего начать? Вы с чего решили? Вы знаете, одному во всех вопросах действительно сориентироваться очень тяжело, поэтому нами создан консультативный совет, в который входят писатели, литературоведы, языковеды вообще, так сказать, политологи даже есть. И мы вместе определяем тот круг литературы, который нужно издать в ближайшее время. И мы стараемся как-то выбирать, чтобы было все. И современная литература,
и в том числе литература прошлых лет. Когда мы вот в конце 80-х, начале 90-х мечтали, а потом начали создать библиотеку имени Гаспринского. Я знаю, вы много лет ею руководили Да. и создавали ее. Да, я 17 лет в ней проработал. Так что я хочу сказать, мы тогда мечтали, что те книги, которые вот сохранились в единичных экземплярах в Москве, скажем, в Петербурге, ну тогда Ленинград был, в Баку, в Казани, что мы их начнем переиздавать, факсимильные издания делать, чтобы люди видели, что мы имели тогда. И вот сейчас мы занялись этим. Мы издаем и современную литературу, и факсимильные издания уже начали делать вот тех прошлых лет изданий. Вот я с собой прихватил 2 такие книжечки, ну просто, я думаю, люди, которые видят, старики, обычно у них слезы текут, молодежь восхищается. Вот эта книжка Чинларви Манилер, это частушки, была издана в 1941 году. Был такой у нас кандидат наук Керим Джаманахла, он собрал, издал, чудесная книга. И сейчас мы ее переиздали. Она на кириллице. Вторая книга тоже, я считаю... Она и тогда выходила на кириллицу? И тогда выходила на кириллицу. Ну, то есть это факсимильное, репринтное Это издание? репринтное всё издание. Это репринтное издание. Просто качество лучше. Ну, вот, наверное, ну, тогда. конечно, качество получше. А вот эта книга «Крым татар массалары, легендалары» — это факсимильное издание. То есть факсимильное это почти, ну, как фотокопия, скажем. Да. Ну, в хорошем издании. То есть здесь она вышла так, как вышла в 1937 году. И, кстати, со всеми даже недостатками, со всеми ошибками, потому что наши ученые, писатели просят, надо малым тиражом все переиздать, для того, чтобы, опираясь на эти издания, можно было дальше развивать нашу литературу, наш фольклор. И здесь вот латинская графика, которую вводил еще Бекир Чубанзаде, чудесные иллюстрации мы сохранили. Наши художники это все, конечно, обработали, освежили все эти иллюстрации. Ну, Можно я очень ценные. отвлекусь? Мы потом еще поговорим про книги. Просто очень важную тему вы затронули. Если можно, я посмотрю эту книжечку, да, Саунус. Она, конечно, тема изрядно политизирована. Это вопрос о графике нашего языка, о том, на какой графике должен существовать крымско-татарский язык. Есть закон Российской Федерации о языке, о том, что государственные языки Российской Федерации используют только кириллическую графику. И с этим согласились и поволжские татары, ну и все народы Российской Федерации. Если у тебя не государственный язык, ну один из языков, да, то ты можешь использовать свою графику. Ну, допустим, грузины, живущие на территории России, конечно же, не будут менять. Да и язык у них не государственный. Точно так же и армяне, у них своя графика. И это все понятно. Наш язык государственный, наша республика Крым, и никто от того, что это наша республика и наш язык государства, отказываться не будет. Значит, все ясно. Вот кириллический алфавит. Но с другой стороны, большой, вот вы сами издали эту книгу факсимильную, большой пласт литературы нашей написан на латинице. Потому что период существования Крымской ССР, когда использовалась латиница, он больше, чем период существования Крымской ССР, когда издавалась массово наши книги, чем когда мы использовали кириллицу. И есть еще одна проблема. Крымские татары живут не только в России. Крымские татары, живущие в Узбекистане, очень хочется надеяться, что будет провидение Всевышнего, помощь государства, наша сплоченность, их желание, что значительная часть из них получит возможность вернуться на родину. Но часть по разным причинам останется. Оставшись в Узбекистане, они не перестанут быть крымскими татарами. Это же естественно, да? Но там латиница. Много лет, даже больше века, почти 1,5 века назад, если не 2, наши крымские татары оказались в Добрудже. Часть есть из них и в Болгарии. Часть крымских татар, они уже не в такой степени владеют крымско-татарским языком, потому что живут в Турции, почти говорят скорее на турецком. Но они, если ощущают себя крымскими татарами, да, они крымские татары, но тоже используют латиницу. События последних лет, последних 2 лет, это переезд части нашего народа на территорию Украины. Вы знаете, лучше жить на родине. Конечно, лучше жить на родине. Но я прекрасно понимаю, что долгие годы Киев был столицей государства, в которое ходил Крымский полуостров. Наша молодежь,
кто на повышении, кто за какие-то таланты. Ну, переезжал в столицу своей тогдашней страны, в Киев, оставался там, привлекаясь. Это и Энвер Измайлов, известный мирового уровня гитарист. Ну, дом у него в Киеве, квартира в Киеве. Это и Джамала, очень хорошая певица, которая, ну, украинская певица, по сути, потому что она закончила школу музыкальную, поехала учиться там, в консерватории, осталась там. Никто не говорит, что она не крымская татарка, а Аллах согласился нам судить, какие они татары или какие они там крымчане, да. Но я так понимаю, что этот вопрос излишне политизируется, и политические лидеры, находящиеся там, в эмиграции, сознательно сделавшие себя иммигрантами, конечно, проповедуют, что мы должны только на латинице печатать эти книги. Вот как выйти из этой ситуации? Потому что мы, получается, разрываемся. Здесь, в Крыму, где живет большая часть народа, где будут издаваться книги, выходить телепередачи, газеты, будет кириллица. А за пределами нашей Родины, ну, где, наверное, если посчитать все эти страны вместе, да, ну, столько же народа и живут, если не больше, да, если не значительно больше. Те будут использовать латиницу. Вот какой выход из этой ситуации? Вы знаете, я этим вопросом занимался, мне было интересно, и когда были дискуссии вот несколько лет назад еще при Украине, я наткнулся на такой факт, что некоторые народы, тем более, и в том числе российские, которые живут в России, они имеют по несколько алфавитов. По несколько алфавитов. То есть официальный на кириллице, для общения со своей диаспорой, допустим, нужно их культуру развивать, и им помогать, они могут вполне, значит, иметь алфавит на латинской основе и печатать эти книги, отправлять, скажем, для своей диаспоры. Тут никаких проблем я не вижу таких серьезных. Да, действительно, очень, очень по-моему, простая у лезгинов, если не ошибаюсь, у них кроме кириллицы и латиницы еще арабица есть. То есть часть, которая живут где-то в странах с арабским письмом, там в Иране или где-то они живут, они используют еще арабицу. Ничего страшного. Ну, нам как раз знали хороший выход. У нас официально будет кириллица, и неофициально мы должны все же остановиться на одном из вариантов. Я считаю, вот тот вариант, что Чобанзаде создал, нам очень подходит. Нам его нужно принять вот как неофициальный второй какой-то алфавит и использовать для того, чтобы мы могли нашей диаспоре с ней общаться каким-то образом. Ну, еще и кроме диаспоры, еще есть интернет. Есть интернет, в интернете да. все-таки больше практикуют. Это тоже для них, в латинский принципе. шрифт, да. Тоже для них. Я думаю, это будет очень полезно и очень нормально. Хорошо, что Единственное, я скажу, если вот насчет алфавита, вот что бы я бы, может быть, предложил бы, ну, со временем, скажем. Вот в какое-то время еще при Советском Союзе, и вот покойный Басыр Гафаров, наш известный языковед, они предлагали унифицировать алфавиты народов СССР, тюркских народов, которые пишут на кириллице. То есть сейчас у нас алфавиты, там, скажем, с казанскими татарами расходятся очень. И это нам мешает взаимно пользоваться литературой. Где-то, может быть, подумать о том, чтобы объединить. Вот латиница же, она объединяла нас, арабица тоже объединяла, она почти, можно сказать, одинаковая была для всех. Латинская графика, вот вы вспомнили про Бекир Чобанзаде, он ведь не только наш латинский алфавит создал, но еще и азербайджанский вообще. Он почти азербайджанцы гордятся создавал, этим. да. Поэтому очень удобно, если мы возьмем алфавит Чобанзаде для неофициального письма, а про унификацию кириллицы блестящая идея, но это нужно обсуждать языковедами Татарстана, Башкортостана, и не только близких к нам по языку народов, но и может быть, якутов, тувинцев, это тоже тюркские народы. Тюркские народы, я думаю, при унификации одни и те же звуки могли бы одними и теми же буквами передавать. На письме это было бы здорово еще. Да, то есть мы бы спокойно могли читать, ну, относительно спокойно. Да, по-якутски, может быть, говорить бы не смогли, да, но хотя бы понимали суть, то, что пишут якуты и тувинцы. По-моему, блестящая идея, если не затягивать, можно поговорить с НИИ крымско-татарского языка, по-моему, которое создано при КИПУ, при Крымском институте, инженерно-педагогическом университете, и обращаться в Казань, в Уфу. Ну, нужно сначала общественное мнение создавать. Ну да, да. Ну, мы вот начали его создавать, вы высказали, по-моему, блестящая идея. Хотя долгий путь к ней. Что еще? Мы отвлеклись, ну, не зря, наверное, да, Айдар? Мы издали современную литературу, там повести, рассказы, скажем, наших современных писателей. И вот на одной книжке я бы хотел тоже как-то обратить внимание, чтобы для читателей и для журналистов очень важно.
Где-то в 70-е годы, по-моему, в Узбекистане или 80-е издали вот такую книжечку, она называется автор Усейн Курчи, тоже известный наш языковед. Он жил в Маргелане, умер там. Книга называется «Фикир Инжилеры», то есть «Жемчуга разума», да? «Жемчужина разума». Он что сделал? Он взял нашу литературу и прессу 70-х, 80-х годов, Это прошлого века. прошлого века, 20 века, то, что в Узбекистане уже издавали, выявил ошибочное использование слов, ошибочное строение предложений, самые такие популярные. И он это все поправил, показал, как нельзя говорить, как нельзя писать. Сегодня для наших журналистов, я считаю, это бесценная книга. Вот мы ее издали. Айдар, подарите мне, пожалуйста. Я как раз отношусь к тем людям, которые родной язык во всей его чистоте не знают, поэтому стараются в эфире, во всяком случае, на нем не говорить. Я думаю, эта книга Скандалы будет всем пусть полезна. тоже И в учат. России, и на Украине, те, кто проживает сегодня там, и в Турции, и в других странах, если на латиницу перевести, будет очень хорошим пособием для журналистов и писателей наших. Вы говорили о художественных произведениях, о художественной литературе. Чем вы руководствуетесь, подбирая художественную литературу? Это современные издания или современные писатели? Опять-таки, и современные, и издания прошлых лет. Ну, чем руководствоваться? Во-первых, к сожалению, сегодня очень мало пишут на родном языке. Очень мало людей, кто пишет. Тут есть много причин. Во-первых, уже пришло в жизнь несколько поколений, которые вообще не знают, что такое школа на родном языке. Да? Вот ни одного класса. И, конечно, в этих условиях появиться новым писателем, новым литератором очень будет сложно. Я вот помню, где-то в конце 80-х годов в одной из узбекских газет, правда, я жил-то уже не там, здесь жил, но кто-то мне привез газету, и там была большая статья, я забыл фамилию узбекского писателя, о татарах, о крымских татарах. Вы знаете, одна мысль меня поразила, что сам я до этого не дошел. Он пишет, крымские татары настолько вот прожили эти тяжелые годы, настолько деградировала их культура, что у них перестали появляться поэты. Для нации это самое страшное, когда перестают появляться поэты. Тем более мы очень поэтический народ, как Да, любой восточный. но мы не можем высказаться. Вот сейчас пишут, конечно, вот молодые люди, спасибо им, конечно, они рискуют, дерзают, так сказать, писать на родном языке, но очень часто, когда читаешь, язык-то не крымско-татарский получается, очень часто. Или вот такие Много тюркизмов, наверное, да? Много вообще неправильного употребления слов, выражений, вот, и идиом каких-то. Но об этом надо будем говорить отдельно, я думаю, как-нибудь можно будет поговорить. Но вы издаете, я вот вижу, книги не только на крымско-татарском Да, языке. Вот это... вы знаете, ведь мы не можем ограничиться только народным языком. Во-первых, те люди, которые живут, народы, которые живут вокруг нас, они должны знать о нашей культуре и о нас. Ну, что мы можем представить? В первую очередь, конечно, это Исмаил Гаспринский. Вот мы в этом году сразу же, что сделали, одной из первых, издали его книгу. То есть сборник его публицистических статей, известных статей. Это «Русское мусульманство», «Русско-восточное соглашение». Вот в одном таком сборнике назвали мы его «Россия, Запад и мусульманский мир». Потому что в этих статьях он очень много рассуждает о судьбе мусульман, об их выборе, куда им идти, с кем им быть в первую очередь, на кого опереться. Я думаю, книга очень актуальна и сегодня, вот когда мы оказались опять в России. Он пишет, что крымские татары не чужие в России. То есть, насколько прозорливые слова. То есть, мы пришли не в чужую страну. В этой стране мы прожили более 100 лет когда-то. Мы адаптировались с ней. Мы вместе с ней развивали свою культуру. Да, кто-то скажет, что в 1944 году вот произошло то, что произошло, мы знаем. Но это не Россия, это был Советский Союз. И кто там правил, мы все знаем. И поэтому обвинять какой-то из народов, если обвинять, тогда можно все народы, которые жили в Советском Союзе, обвинить, что вы нас депортировали. И узбеки, и украинцы, и все остальные. Это была общая страна. Но власть была, да, пришли к власти, ну, можно сказать, такая клика, политическая клика, которая сделала это преступление. Но народы, тем более сегодняшнее поколение, осуждать в чем-то, я считаю, это просто, ну, можно сказать, провокация какая-то. Знаете, у меня был друг, он давно ушел в жизнь, великий друг. Поэт и писатель Расул Гамзатов. Он когда-то говорил, Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из нее не выйдет. Ну, мудрый человек. Мудрый был человек. Айдар ага, но сколько книг вообще вы можете издать в год? Или есть же какой-то план?
Ну, вы же прекрасно понимаете, в условиях отсутствия специалистов в достаточном количестве, вот это самое главное препятствие сегодня. У нас не хватает редакторов на родном языке, лид-редакторов в первую очередь, конечно, которые могли бы. Поэтому я думаю, говорить о максимальной цифре тяжело, конечно, но думаю, что народ, который не имеет в год несколько десятков названий новых книг, ну, думаю, это ненормальное развитие будет. Поэтому нужно к этому стремиться. Сколько десятков, покажет жизнь. А задумывались вы или люди, которые в Совете, которые решают эти проблемы об издании, скажем, антологии крымско-татарской литературы? Может быть, просто хрестоматии? Потому что, вы же понимаете, мы сами по крупицам узнаем, что у нас до этого было, да? А люди, некоторые люди даже не знали о существовании крымских татар. Да более того, я вот честно скажу, разговаривал после первой поездки сюда шейха, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнуддина, да, в Москве, когда он вернулся после Крыма 2 года назад. И Равиль Хазрат мне говорит: Рустам, слушай, а я не знал, что у вас язык все-таки не татарский. Он отличается и сильно отличается. Мне пришлось выступать, я начал на татарском, на поволжско-татарском, понял, меня не понимает и стал тогда говорить по-турецки. То есть человек высокообразованный, возглавляющий крупнейшую мусульманскую организацию России, Духовное управление мусульман Российской Федерации. И он не знал. Что же тогда говорить о рядовых там и нерядовых? Поэтому какая-то вот краткая энциклопедия, вообще крымская, антология, хрестоматия крымской литературы, история, очерки истории крымских татар. Я, конечно, у меня есть, как у любого человека, интересующегося историей народа, большой 4-томный том петербургского публициста, историка Возгрина, да? Но я историк по образованию. Причем историк-тюрколог, я в Баку заканчивал исторический факультет. И читая, я понимаю, что это не классический исторический труд. Он не дает представления, он большой, он не дает представления о крымских татарах, об истории крымских татар объективно. Это его субъективные, иногда объясняемые личными импульсами, личными переживаниями впечатления. Нам нужно все-таки, нам, татарам, у нас есть историки. Я от себя не беру, я уже давно занимаюсь журналистом. Есть в Крыму известные историки, вне Крыма известные историки. Вот Илья Зайцев, он когда-то был главный научный сотрудник Бахчисарайского музея, сейчас, до этого был замдиректора, очень хороший человек, сам выучил крымский татарский язык, хорошо знает историю Крымского ханства. Мы должны сами написать свою историю, чтобы не кто-то за нас это делал, не фальсифицировал, не жалел нас, не плакал над нашей судьбой, не приписывал нам лишние победы и не умножал наши поражения. Вот если это будет работа, а кто, как не медиацентр имени Гаспринского, этим займется? Знаете, больше никому. Здесь мы можем инициировать, но готовить эти произведения, эти книги, конечно, должны ученые, должны литературоведы, историки. И вот здесь научно-исследовательский институт, который возглавляет профессор Керимов, я думаю, может сыграть свою роль. И для того, чтобы сделать то, что вы говорите, все же нам понадобится, я думаю, еще где-то 10-15 лет, чтобы подготовить специалистов в необходимом количестве. Ведь у нас не хватает, у нас не изучены многие, так сказать, периоды нашей истории, не изучена культура глубоко. Ведь то, что изучали, скажем, 20 лет назад, даже наши же люди, имея очень мало информации, но это недостаточно. Для того, чтобы создать настоящую историю, нужно подготовить специалистов. Вот сейчас при этом институте готовят очень неплохих специалистов. Появилась молодежь, но ей тоже нужно время немножечко. 5, 10, 15 лет, я думаю, вот уйдет на то, чтобы подготовить. А речь об антологии идет, конечно. Сейчас эти молодые ученые начали, вот они разделили темы, начали изучать различные периоды и истории, и литературы нашей. Я думаю, вот в ближайшие 5-10 лет мы получим очень ценные произведения. Они уже есть. Но чтобы обобщить, нужно еще время какое-то. А мы готовы издавать, если будут книги, готовы издавать. Кофе стынет у нас, а мы давайте перейдем ко второй чашечке кофе. Мы продолжаем наш разговор с Айдаром Эмировым. И сейчас, Айдар ага, поговорим о журналистике
о вас в журналистике, вообще о крымской и крымско-татарской журналистике. Мы до этого говорили, что не хватает специалистов в изучении нашей литературы, специалистов, редакторов, которые могли бы редактировать книги, выходящие на крымско-татарском языке. Что происходит с нашей журналистикой? Ну, вы знаете, с журналистикой, говорить о крымско-татарской журналистике отдельно, в отрыве от всей журналистики нашей крымской, я думаю, тяжело. Потому что они учатся в одних и тех же вузах, заканчивают те же вузы. Да и проблематика почти Проблематика та же. Ну вот я скажу одно, думаю, что это касается не только нашего региона. Вот лет 5 назад, по-моему, сделали фильм о том, как готовят журналистов в Крыму. Ну, выводы были очень печальные. Говорили специалисты, говорили редакторы ведущих изданий, какие приходят к ним молодые люди. Подготовка сейчас, конечно, оставляет желать лучшего. И многие говорят, что если из одной группы 1-2 человека, выпускника, становятся журналистами, они считают, что это еще, так сказать, ну, радуются этому. Потому что подготовка очень слабоватая. А у нас, у крымско-татар, журналистов давно уже не готовят, так сказать, именно на родном языке. Поэтому с нашей журналистской проблемой еще сложнее. Многие журналисты, которые вот создавали газету «Ленин Байрагы», вели ее долгие годы, перевезли сюда, в Крым, потом создали вторую газету «Крым», тогда раньше «Дослух» называлась. Им-то, самым молодым, уже лет по 70, ну, 70-75, так скажем, да? Пришли новые, которые родного языка не знают. И тут очень большие проблемы. Вот если, скажем, в русскоязычной или украиноязычной журналистике проблема научить только писать, там, разбираться в жизни, а у нас еще изложить на родном языке грамотно и эмоционально, так сказать, ну, правильно изложить. Это очень большие проблемы, очень большие проблемы. Но сейчас вот хорошо Февзиага Якубов, он же пытается заткнуть все дыры, которые у нас образовались, все бреши, да, которые за 50, за 60 лет образовались. Он и отделение журналистики открыл у себя в университете. Там преподают вот сейчас опытные преподаватели, и Бекир Мамутов, и Ленур Юнусов. Я считаю, ну, опять нужно время какое-то, чтобы поднять это все дело. Вы знаете, я не имею права говорить от руководства телеканала «Миллет», но, знаете, если мы за вот последние десятилетия, у нас хватило сил создать 2 телевизионных канала, для населения 250-300 тысяч, это очень много. Я знаю многие народы, которые в Российской Федерации просто не отваживаются на это. Я думаю, что телеканал «Миллет», единственный российский телеканал на крымско-татарском языке, конечно, мог бы стать какой-нибудь кафедрой для факультета журналистики или отделения журналистики, которое есть в КИПУ. Да у нас и так на телеканале здесь работают молодые ребята, продолжая обучаться в КИПУ, они работают здесь, да? Я понимаю, что у некоторых преподавателей есть вопросы к ним, но они исправляются уже прямо в эфире. Да? Может быть, совершают ошибки, но исправляются прямо в эфире. Но, тем не менее, вы говорили о тех людях из Ленин Байрагы, они это взрослые люди, но наверное, это, конечно, их желание, их возможности, их здоровье. Да? Наверное, каждый из нас, крымских татар, которые что-то преуспели или что-то знают в журналистике, ну, должен взять на себя эту обязанность, кроме постоянной работы и обучения этих людей. По большому счету, вне зависимости от языка, да, азы и секреты журналистики, они почти одинаковые. Да. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы крымско-татарская журналистика не была бы калькой с русской журналистикой, как это происходит, или как и с узбекской, как это происходило в Ташкенте. Да. Чтобы язык нашей журналистики был самостоятельным, а не переводом с русского языка. Да. Тогда и происходят и некоторые ошибки, и они, может быть, даже и не лингвистические, да, они смысловые. Потому что одни и те же вещи крымский татарин скажет по-другому, чем украинец, русский, еврей, немец. Да? Ну, просто по-другому, потому что, ну, по-другому, с другой образностью. Мы другие книжки читали, да? Другие песни поем. Да? Но тут, конечно, один Февзиага не справится. Это я, вы знаете, и себя убеждаю, и вас призываю, потому что вы же, ну, одни из наших опытнейших журналистов. Да вы наша гордость. Потому что мы сказали о том, что вы создавали библиотеку и много лет работали в Гаспринском, но вы еще создавали газеты здесь.
и руководили ими. И в то трудное время, когда денег-то вообще не было. А что сейчас с прессой для крымских татар? Вот какими изданиями она представлена и какие из них имеют отношение к медиацентру? Вы знаете, значит, когда создался медиацентр, в принципе, открыто всем предложили, кто из редакторов там, или из коллектива хотят войти в медиацентр, дорога открыта была всем. Но часть изданий решили остаться. Вне. Вне, да. А вошли те, которые бы и так были государственными. Это газета «Яндунья» и журнал «Йылдыз». Ну вот у них финансовое положение сегодня, скажем, более-менее относительно стабильное. Проблем с финансированием нет. Понятно? То есть эту задачу взяли вы на себя, Да, медиацентр да. взял на себя. Ну и плюс, я считаю, вот, что оказалось большим плюсом положительным. Ведь во всем мире сейчас, в последнее время такая тенденция, чтобы разделить должность главного редактора и, скажем, директора издательства. Да. То есть редактор должен заниматься только творчеством. Только контентом, да, конечно. У нас же привыкли в советское время, он все. Он и директор, он и редактор, он и отвечает за все, и за транспорт, и за обеспечение, там, скажу, оплату коммунальных услуг. И фактически он не мог заниматься по-настоящему самим Ну, изданием. давайте честно, мы именно в такой роли и были с вами. Да. Да, каждый на своем Я участке. тоже был когда-то, И я да. был, я не знаю, платежки подписывать, да, внимательно, или заметку редактировать, Ну тоже вот внимательно. сегодня мы разделили, и у редакторов появилась возможность заниматься только своим изданием. Ну, я считаю, что это пошло на пользу. Вот сегодня... Дорогая, подождите, а чем руководствуются те, которые не вошли? Вот, ну, я как там, и вы как главный редактор, нам бы предложили, что с тебя мы снимем вот эту обузу, мы еще тебе деньги дадим, а тексты, которые ты пишешь, пиши как хочешь, то только соблюдай законы Российской Федерации, не пропагандируй межнациональную рознь, экстремизм, порнографию, там, войну и так далее. Ну, есть пункты, обусловленные законом. Во всем остальном редактор свободен. Ну, вы знаете... Почему не пошли? Я этих людей тоже понимаю, что войти в ряд государственных изданий значит себя в чем-то ограничить, они считают так, что нужно себя необходимо ограничить в чем-то. То есть решили сохранить независимость. Во всем мире, в принципе, это так принято, что газета должна иметь самостоятельное финансирование, сами, так сказать, находить эти деньги, зарабатывать их в первую очередь, конечно, зарабатывать. Если газета находит деньги, кроме как заработанные, скажем, какие-то спонсоры, она тоже становится зависимой. Но если здесь она зависит от какого-то большого государства, то там от конкретного человека. Да. Мы это видели на примере РТР. Когда Ленур Ислямов волевым порядком, да, взял и перетащил, значит, телеканал в Киев, ну, те, кто поехал, да, те, кто вынужден был поехать, и теперь, ну, ни о какой Хотя было объявлено, объективности- что это народный канал, Да, да. какие-то акции продавались, но спросили ли у народа, хочет ли народ перевести туда его? Спросил ли он у генерального директора Эльзара Ислямова, спросил ли он у Лили Буджурова, известного журналиста, хотят ли они, чтобы это случилось. А если даже спрашивал, ну, ответ очевиден, они остались здесь. Понимаете? То есть Ну, у всех- зависимость от все- одного человека все всегда выбрали свой путь сами, я никого не могу Конечно. осудить. Они выбрали свой путь. Сегодня вот выходит газета «Голос Крыма», выходит газета «Крым». Я думаю, у них у каждого есть свой путь, они выходят, у них есть свой читатель. Я думаю, это нормально. Конечно. Это все А нормально. не вы создавали газету «Голос Крыма»? Ну, когда-то, да. В 93-м году я создавал ее на свои деньги. Было такое время, да. Она сильно изменилась. Да вы знаете, я скажу, что я бы не сказал. То есть, во-первых, вот попытка, во всяком случае, стремление иметь свой голос, независимый голос, я думаю, она сохранилась. Там постоянно вот появляются журналисты молодые, которые могут сказать то, что не каждый осмелится. Я думаю, это нормально. Пресса для крымских татар и о крымских татарах, независимо от языка, она представлена, значит, газетой «Голос Крым», Газета «Крым». Крым, Яна они Дуня. Крым на крымстатарском, а «Голос Крыма» на русском, да? Да. Есть еще газета «Авдет», тоже русскоязычная газета. Это все печатные издания, Да, да, печатные. они на бумаге выходят. И есть еще Яны Дудья, журнал «Йылдыз». На крымстатарском. А я видел еще, да, газету «Мираба». Вот Ну, недавно. это новое издание, мы его начали издавать с октября месяца, оно выходит на русском языке.
принципе, решили так, если у нас есть орган, который говорит на родном языке с народом, Это Ян Дуньян. Ян Дуня, да, то нужен еще орган. Всегда, в принципе, вот сколько мы знаем нашу историю, и во времена Челебиджи-хана они тоже создавали, допустим, газету «Миллет» на татарском, на крымско-татарском языке, и параллельно у них была газета «Голос татар» на русском языке, чтобы... Ну и Терджимен был тоже на двух И языках. Терджиман был двуязычный, долгое время, да. Нормально, в принципе. Этого хватает, да? Или вам какого-то издания не хватает? Кстати, я знаю детское издание, не знаю, ваше или нет, журнал «Арманчик». Он, наверное, Арманчик нет, независимый, да? это независимое издание. Есть попытки там издавать, скажем, женский журнал. Как сказать, хватает? Вы знаете, если интересное издание, оно всегда найдет свою нишу, своего читателя. Всегда найдет. А в журналистике, насколько вот я понимаю, всегда все делается под редактор. То есть если найдется человек интересный, со своими мыслями, оригинальными какими-то, ну, со своей философией, то он может создать издание, и оно обязательно найдет своего читателя. Вот сегодня мы имеем то, что имеем. Дорого, денег хватает? На, их, конечно, всегда не Ну, хватает. скажу так, денег, конечно же, всегда не хватает. Денег всегда не хватает. Есть проблемы, но мы пытаемся их решать. Поступление их это государственные субсидии и, собственно, коммерческая деятельность тоже что-то. Значит, вот мы имеем статус автономного государственного учреждения. Это подразумевает, что имеется субсидии, какой-то минимум. Ну, то есть дают, госзаказ да, какой-то, госзаказ. И приветствуется, если мы зарабатываем, ну, скажем, подписка на газеты, журнал, это уже, так сказать, попытка заработать деньги. Правильно? Ну, рекламы у нас пока мало, потому что немножечко подсел рекламный бизнес вообще в Крыму. Ну, не я только думаю, это в Крыму, временно. он и в России подсел. Думаю, что это временное явление, будет решаться, если, да, общегосударственный экономический, так сказать, процесс пойдет на выздоровление, то здесь тоже будет нормально. Нас смотрит в основном крымско-татарская аудитория, но и не только крымско-татарская. Да? Что вы делаете для других народов, проживающих в Крыму, раз эта задача тоже возложена на вот медиацентр имени Гаспарянского? Вот, последние несколько лет издание на родных языках, на тех народов, которые живут в Крыму, оно приостановилось в связи с известными событиями. Но вот с прошлого года мы возобновили издание журнала на армянском языке «Голубь Массиса». На греческом языке начала выходить новая газета «Таврика». Начали выпускать газету «Казаки» Крыма. Кстати, неплохая газета. Ну вот, собираемся на украинском языке. Ну, создавать. по-моему, это очень важно. Создаватели вас создавать. Немцы издают, кстати, очень хорошая газета, у них Хофнунг хорошая И газета. тоже на немецком языке, да? Вот все эти национальные, ну скажем, если, как раньше было принято говорить, национальные меньшинства, они издают свои газеты двуязычные. Половина на русском, половина на родном языке. Ну, они... Это хорошо, потому что и окружающие народы хотят знать, о чем они пишут. Какие Ну и проблемы. в массе своей все-таки И в массе, есть да. утрата языка, и еще больше, чем нам надо его учить. Понятно, что возможностей, я полагаю, у болгар, и у немцев, и у всех других народов больше. То есть свою литературу они могут выписывать. Тем более интернет сейчас вообще доступен. Да, из Болгарии и Германии, к примеру. Да. Но вот газеты, узнать о жизни крымских немцев. Вот задача крымских стоит, да. армян, Задача не крымских просто на родном болгар, языке, да, именно конечно. о Крыме писать. Если они пишут не о Крыме, то мы, конечно же, и можем и указать. Сказать, извините, просто газету на немецком языке вы можете сотни газет в интернете почитать сегодня. А вот это нужно, чтобы писали о Крыме, о проблемах местных немцев. Ну, газеты у них хорошие. Очень важную вещь вы сказали о газете на украинском языке, о крымской, как она, «Крымская светлина» раньше называлась? Крымская светлица. «Крымская светлица». Именно ее вы будете воссоздавать или будет это новое издание? Вы знаете, это будет инициатива местных украинских организаций. Как они решат, вот мы сейчас ведем с ними переговоры. Если они захотят, чтобы была крымская светлица, будет крымская светлица. Если по-другому захотят. И государство будет субсидировать? Конечно же. Но это же один из государственных языков, украинский язык. Это важно, потому что, вы знаете, в пылу вот этих, ну, можно даже сказать, революционных свершений, да, мы забыли в пылу того, что испорчены отношения между руководством сегодняшним Украины, то есть тех, кто захватил власть в Киеве, да, и Крымом, да и в целом с Россией, да, мы все-таки забыли, что четверть населения Крыма – это этнические украинцы. Да, в большинстве они не знают украинского языка, так как его знают украинцы, там, допустим, на Украине, и говорят по-русски,
Но у нас все равно должны быть украинские школы, Конечно, обязательно. и украинские газеты, и украинские передачи по телевидению, потому что мы не испытываем никакого предубеждения к украинскому народу. Ни крымские татары, ни русские, ни другие народы. Да, и они такой же, и, может быть, большой для Крыма, очень большой народ, большая часть. Ближайший сосед наш. Ближайший. Ближайший сосед. Да, это вообще наши друзья, которые живут в Крыму, и те, которые не уехали в Украину. Да, потому что они посчитали, что их родина Крым. И он им оказался дороже, и это, наверное, правильно, чем те места, откуда когда-то там полсотни лет или 70 лет назад их сюда привезли, или они сами сюда приехали. Вы знаете, в Турции был путешественник, историк Илья Челеби, который весь мир объездил, написал огромную работу, оставил после себя. И он путешествовал по Крыму и по землям, которые сейчас называются Украиной. И интересная вещь, я там узнал вот из его книги. Он говорит, на Украине были целые села, которых татарь назвали кардаш-казаки. То есть они побратались с ними. Не просто так там хорошие отношения, они были братьями считались. Поэтому отношения у нас издревле были хорошие. Я думаю, и в будущем будут очень братскими и теплыми отношениями. Ну как же иначе, это же соседи наши. Иншаллах. А мы переходим к третьей чашке кофе. Третья чашка кофе. Мы пьем ее с Айдаром Эмировым, руководителем медиацентра имени Исмаила Гаспринского, медиацентра, который занимается изданием литературы и прессы на национальных языках Республики Крым. Айдар ага, уже не о прессе и не об издательском деле. Мы говорим о крымских татарах. Ну, просто вы опытный, умный, много повидавший, много знающий человек, да еще коллеги мы. Какой точке истории нашего народа мы сейчас находимся? Чего нам не хватает? Что у нас болит? Потому что за что мы благодарны России, да, мы говорим и можем и сейчас это повторить, да, и чтобы это знали наши соседи и братья, и русский народ, и украинский, и все прочие. Потому что то, что они делают 23 года и сделают за 2 года, да, настолько много, да, это понятно, и спасибо и Путину, и тут уж не лукавя мы можем это сказать. Да, и спасибо местным властям, которые уделяют этому внимание. Кто-то с пониманием и радостью, кто-то потому что Путин издал указ и будет за это спрашивать. А он за свои указы обычно очень строго спрашивает. Но поэтому, но хотелось бы поговорить о том, чего мы сами не доделываем. Что мы сами можем сделать и чего нам не хватает. Вот на эту тему бы поговорить. Ну, вы знаете, сказать, в какой точке мы находимся сегодня, наверное, в нашей истории, в тысячелетней истории крымско-татарского народа, одно из самых таких ответственных моментов сегодня. Выбор дальнейшего пути. Очень ответственный момент. И я просто рад, счастлив, скажу прямо, что мы пережили вот этот ответственный момент. Самое главное, чего мы достигли и с помощью России, я считаю, это сохранили мир. Мир для крымских татар, это многие, наверное, может быть, особенно молодежь не ощущает, это самое ценное, что мы имеем и за что мы должны бороться. Покойный наш поэт, выдающийся поэт Ишреф Шемизаде, я застал его в последние годы его жизни, в 70-е, вот он постоянно повторял, наш народ при мирном развитии жизни добивается всегда огромных успехов. Но как только какие-то войны, какие-то революции, тогда все это в первую очередь бьет по нам, по крымским татарам. И вот я думаю, если прислушаться к этим словам, а Исмаил Гаспринский еще раньше тоже был постоянно за мир, еще только мир дает нам возможность говорить вообще о будущем. То есть, чего мы добились? Да, у нас впереди еще много работы. Многих целей мы еще не добились, конечно, многих задач. Но мир дает нам возможность добиваться этого. Если бы в 2014 году не остановили бы вот ту вакханалию, которая уже шла к нам из Киева, я думаю, было бы страшно, что для Крыма. Было бы страшно. И вот тот исход из Крыма, крымских татар, который бы нас неименуемо ожидал бы в том случае,
если бы тут развернулись какие-то страшные события, он был бы, думаю, наверное, уже последним исходом татар. У нас было много исходов, начиная с 18 века, и в конце 18, и в 19 веке постоянно, и даже в 20 веке еще и депортация. Но если бы, говорю, мир бы мы не удержали бы, после этого, наверное, говорить об истории крымско-татарского народа можно было только в прошлом говорить. А есть ли сейчас угроза этого мира? Есть. Я считаю, есть. Вот и события вот перед 18 мая, и в дни, вот, когда мы все это отмечали здесь вместе со всеми крымчанами, показали, что люди за пределами, вот, по ту сторону Чонгара, они делают все для того, чтобы разрушить этот мир. На днях один из журналистов, к которому, ну, я так скажу, относился более-менее нормально всегда, даже он, вроде известно, как не таким был агрессивным раньше, вот он призывает крымских татар подняться. Куда подняться? И говорит, нечего, говорит, ссылаться, что мы должны проявлять сабр, то есть терпение. Терпение. Надо подняться. Куда подняться? Для чего подняться? Вот Вы знаете, абсолютно мне непонятно. Чего вы хотите? Работайте. Каждый должен делать свое дело. Но подниматься и бросить наш народ в пекло какого-то мясорубку какую-то, я не знаю, это безумие страшнее, которое, ну, не может быть. и я еще слышу оттуда, ну, в силу того, что журналист должен слышать и оппонентов своих тоже, и читать, да, много глупостей, правда, приходится читать. Слышу еще призывы прийти освободить Крым. Вот этого я не понимаю. Освободить для кого? И от кого, да? И от кого, да? Кого привести за собой? Тех старых, надоевших за 20 лет руководителей? Или тех новых националистов, проповедующих о том, что одна вера, одна нация, говорящая об Украине. Но мы не одна нация ни с русскими, ни с украинцами. Конечно. Да, мы граждане одного государства. Конечно. А уж если говорить об одной... И в России этого никогда так не говорят. А если уж говорить о вере, да, ну пусть, если Украина считает, что у нее должна быть одна вера, хотя там есть и католики, и православные, и так далее, но пусть остаются с этими заблуждениями, да. Но мы-то зачем этому должны поддакивать? Да? Понимаете, это все понятно. Но я хочу и про коллег наших и в Москве сказать. Да, были вот события 18 мая, сюда приезжал ряд журналистов из России. Часть из них мои просто друзья, ну, потому что я много лет работал в России. И они у меня задали один такой странный для меня вопрос. Рустам, а ты можешь вспомнить вот предателей крымских татар, которые сотрудничали с Германией в годы оккупации Крыма? Я честно хотел, я напряг память, не вспомнил. Я говорю, не вспомнил, может быть, я не занимался тем периодом, не вспомнил. Ну, вы знаете, вы будете 18 мая туда поедете, в Сюрень, да? Может, кто-то там увидите, спросите, поговорите. Вечером я с ними встретился. Я говорю, удалось узнать? Мне самому стало интересно. Они говорят, не, никто не знает. Я говорю, ну, значит, не знают, не помнят. Но ведь были же факты предательства. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если народ, конечно, были, но они были и у других народов. Если народ из коллективной своей памяти изгоняет эти имена, несознательно, я не знаю, почему они не знаю, я просто не интересовался этим. А вспоминает Амитхан Султана, вспоминает всех наших героев Советского Союза, всех тех, кто воевал, ну, значит, народ не хочет их вспоминать. А вы хотите найти, раскопать, написать об этом, заставить нас, крымских татар, об этом вспомнить, а потом, когда мы будем вспоминать, как украинцы вспоминают там Бандеру, Шухевича, крымских татар обвинять в том, что они, значит, ходят со своими какими-то... Зачем вы это делаете? Но вот, знаете, должна быть объективность. Вот мы сейчас говорим о жертвах крымского татарского народа во время депортации. Но надо же, чтобы... Журналист же должен объективно написать, что были же и случаи предательства. Я говорю, были, никто не отрицает. Но понимаете, если в 9 мая, когда мы в России, в Москве, парад, празднуем победу, говорим о величии русского народа и других народов, но понимаем, сколько русский народ
потратил сил, жизненной энергии, да просто сколько принес жертв ради этой победы, мы тут же для объективности будем говорить, а вот был еще Власов, и у него служили 1 миллион человек, как вы к нам отнесетесь? И Локотская республика. Да, и Локотская республика, да. Как вы к нам отнесетесь? Вы скажете, что мы издеваемся над вами, мы кощунствуем. Не считаете ли вы, что когда наш народ не хочет вспоминать о фактах предательства, да, не таких уж больших по сравнению с другими народами, потому что миллионов человек во Власовской армии у нас точно не было всего малости нашего народа. Если мы считаем это кощунством, и вы считаете кощунством по отношению, то мы тоже это считаем кощунством. Зачем? Наш народ никогда не позволит потомкам, даже тех, у кого кто-то когда-то служил, все было, и полицаем там при оккупации, или старостами, маршировать на улицах Бахчисарая, Симферополя, Севастополя. Не надо нас держать, мы сами это не позволим, да мы и не знаем этого. Как это происходит в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, как это происходит в Киеве, во Львове и так далее. Да? Мы этого не позволим. Да? Не надо заставлять нас вспоминать это. Понимаете, это претензия уже к русским журналистам, к российским журналистам. Да? В Крыму есть такие факты? Есть, конечно. Есть и журналисты, есть нечистоплотные, есть историки нечистоплотные. Даже одного я просто не могу не назвать. Это небезызвестный профессор, по-моему, Романько, который постоянно пишет, значит, о том, что татары там 20 тысяч было призвано в армию, 20 тысяч там чуть ли на второй день войны дезертировали из этой армии. В общем, пишет всякие глупости. Но я считаю, тут и вина наша, потому что есть закон Российской Федерации 1991 года, где написано, что повторять вот эти, значит, домыслы, это уже преступление. Это преступление, это разжигание межнациональной надо розни. просто подавать в суд, надо просто писать, так скажем, ректорам этих вузов, где работают такие горе-профессора, чтобы они там больше не работали. Тут и мы сами виноваты. Мы сами немного виноваты, что мы позволяем им свободно писать вот то, что они не имеют права писать или говорить. Надо быть активную позицию занимать. Вы знаете, по закону Российской Федерации не только организация, но каждый человек может подать в суд замечательную прокуратуру, возглавляемую замечательной Натальей Владимировной Поклонской. Нужно подбросить. У нее и так много работы, да? То она как-то, мне кажется, вот в межнациональных отношениях она чуть-чуть односторонняя. Да? Мы должны смело подавать заявление по 282 статье о разжигании межнациональной розни. Говорит о том, что нам кажется, что вот такие, если есть такие публикации, книги, они разжигают межнациональную рознь. И пусть прокуратура ведет следствие по этому поводу, и в случае, если это будет доказано, запрещает эти книги, запрещает эти газеты, запрещает эти организации, если это делают организации. Я, например, абсолютно согласен с запретом организации Хизб ут-Тахрир. Но я точно так же считаю, что националистические организации, которые принадлежат и проповедуют идею превосходства одной нации, неважно какой, над другой, также должны быть запрещены. И они в России запрещаются. Запрещаются, там в этом списке запрещенных организаций большое количество радикальных мусульманских организаций, и значительное количество организаций, проповедующих исключительность русского народа, или украинского народа, или других народов над другими. Да? Надо работать и не допускать. Но мне бы хотелось вот сейчас не методами устрашения, да, то есть я вообще не приемлю, когда 30 вооруженных до зубов, значит, полицейских, да, приезжают, задерживают, пусть виноватого, да, но безоружного там человека, если, конечно, нет подозрения, что у него есть оружие, да, это можно сделать тихо. Прислать повестку, не пришел во второй раз, приехал там, не знаю, бобик милицейский, как раньше называли, забрали, без шума. Это процессуальные методы, да. Я сейчас про другое, нам же надо договариваться. Вы знаете, я об этом тоже всегда думаю. Вот в 70-е годы, 80-е, когда в Узбекистане было национальное движение, вы же тоже знаете, сколько наших людей ежегодно выезжали в Москву и обращались не только там, скажем, в партийные государственные органы, но они налаживали контакты с русской интеллигенцией, с российской, советской интеллигенцией. Журналы ходили, да, газеты, ходили в журналы, литературную газету. переписывались с Твардовским, с Чичибабиным, с Евтушенко, с другими там известными людьми, с Приставкиным. Они делали обращения открытые, так сказать, в защиту крымских татар. Это же все было.
И сегодня, вот, когда вы говорите, что нужно делать, я считаю, нужно интеллигенции немножко занять, ну, скажем, молодой интеллигент, потому что тем, кому уже за 70, за 80 лет, им уже тяжело это сделать. Но надо подняться и заняться тем, чем занимались их родители, их старшие братья, наладить контакты. И я думаю, мы в России найдем себе поддержку для того, чтобы тот чудесный закон о репрессированных народах, о реабилитации, заработал и в нашем направлении. Я думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вот на эту идею. Спасибо. Всегда, когда разговариваешь с интересным человеком, времени не хватает, но оно действительно истекло точно так же, как и кофе. Остыло и почти закончилось. Саунус, спасибо, что пришли к ним. Тестес Келлен. Мы будем всегда рады видеть вас на телеканале «Милет». Спасибо, что пригласили. Тоже готов всегда прийти поговорить с вами. Спасибо и вам за то, что смотрели и слушали нас.